Раз, раз. Раз. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Торжественная церемония открытия Международных интеллектуальных игр 2022. Сегодня мы рады приветствовать участников и гостей вторых Международных интеллектуальных игр YISG. Вас встречает столица Республики Саха-Якутия, город Якутск. В течение 10 дней мы станем свидетелями 4 интеллектуальных событий. Это 29-я Международная Олимпиада школьников Туймада, Якутская исследовательская школа «Юниор», вторая Международная школьная научная конференция-конкурс Якутск International Science Fair и 14-я Международная исследовательская школа International Research School. Ура науке! Ура знаниям! Ура играм! Российская Федерация. Республика Саха-Якутия. Город Якутск. Впереди яркие для науки и дружбы, незабываемые моменты научно-исследовательского сотрудничества, сотворчества и созидания. И все это на благодатной якутской земле. Привлекает туристов и ученых со всего мира удивительными физическими явлениями, такими как вечная мерзлота, северное сияние, Великая Сибирская река Лена. Здесь находится 80% мирового запаса алмазного сырья, из которого получается уникальный по своей чистоте бриллиант. На вечной мерзлоте взросла удивительно богатая природа. Живут гостеприимные народы, совершаются научные открытия, а на якутском небосклоне парят и благословляют краснокнижные, благородные стерхи, священные птицы народа Саха.
Россия – многонациональное государство, отличающееся большим... 100 лет назад якутская интеллигенция Россия – многонациональное государство, отличающееся большим этнокультурным многообразием. Ровно 100 лет назад якутская интеллигенция выдвинула в качестве первоочередной задачи провозглашение автономии Якутии. Это были лучшие умы тех времен. Основоположник якутской литературы Платон Аюнский, крупный ученый-экономист Исидор Барахов, а также государственный деятель Максим Аммосов, имя которого сегодня носит Северо-Восточный федеральный университет. Это был век прорыва в развитии образования, здравоохранения, науки и техники. В течение столетия ЯССР породила целую плеяду видных ученых. Среди них первый академик Российской академии наук из народа Саха Владимир Ларионов, имя которого гордо носит региональная конференция «Шаг в будущее».
Именно эта конференция-конкурс в 2018 году стала опорной площадкой для проведения первого международных интеллектуальных игр. Одним из самых передовых образовательных проектов столетия ЯА СССР стало физико-математическое образование. В этом году мы отмечаем 105-летний юбилей основателя физико-математического движения в Якутии, народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. Именно он в середине 20 века смог создать востребованную временем, устремленную в будущее школу нового поколения. Простой сельский учитель поставил перед собой задачу, которая стала целью всей его жизни – приобщение детей, молодежи к точным наукам, технике, современному естествознанию. Для него была важна судьба каждого его ученика. Он всегда находил время писать письма своим ученикам. Его советы, наставления, пожелания, написанные безукоризненно каллиграфическим почерком, хранятся сейчас как дорогая реликвия. Пусть большая история, к которой мы сегодня прикоснулись, окрыляет нас на большие открытия и плодотворное сотрудничество. Давайте заниматься наукой вместе. Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемые участники, организаторы, гости игр, дорогие друзья, рад приветствовать вас всех и от всей души поздравить с началом вторых международных интеллектуальных игр. Я очень рад, что вновь местом встречи талантливых юношей и девушек, юных интеллектуалов из разных стран,
разных российских регионов стала наша Якутия. Вы знаете, в эти жаркие дни трудно поверить, что буквально спустя 5 месяцев здесь у нас будет минус 40, минус 50. Якутия на самом деле самый холодный регион мира, где живет человек. И здесь на бескрайних просторах, на вечной мерзлоте создана уникальная цивилизация, особая культура жизни в экстремальном климате. Создана энергией и силой многих поколений якутян, людей самых разных национальностей, которые искренне любят свою родину. Ровно 100 лет назад, как сейчас было сказано, была создана Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Но на всех этапах ее истории главной движущей силой, конечно же, были лидеры своего времени. Яркие, целеустремленные. Их объединяло умение смело смотреть в будущее, стремление силой знаний, науки, интеллекта менять мир, окружающую действительность к лучшему. Уверен, что вторые международные интеллектуальные игры запомнятся всем нам не только высочайшей конкуренцией умов, но и атмосферой дружбы, совместных научных исследований и открытий. 22 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Наука принадлежит, безусловно, всему человечеству. И только благодаря совместным усилиям, объединяясь, мы можем сделать ее плоды фундаментом будущего развития. Именно с такой целью в свое время были задуманы международные интеллектуальные игры для создания международного сообщества молодых исследователей через совместные научные проекты и эксперименты. Именно об этом гласит девиз игр «Находить друзей через науку». Я сам по образованию первому физик и закончил Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. И, безусловно, для меня... Спасибо. Спасибо. Для меня, безусловно, абсолютной ценностью является ценность научного познания, значимость научных открытий как двигателей прогресса, которому нет никаких преград. Замечательно, что никакие преграды не действуют и для вас, ребята. Вы смело продвигаете свои идеи и в робототехнике, в искусственном интеллекте, в дополненной реальности. Я надеюсь, что став лидерами технологического проекта, вы будете помнить, что свой первый важный шаг вы сделали именно здесь, в Якутии, в России. Сейчас наша страна проводит первый год десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. И это, безусловно, подчеркивает исключительное значение науки для нашей России. У нас в Якутии 23 года назад по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева была создана организация, которая претерпела ряд итераций. Сейчас называется Малая академия наук. Многие, наверное, там уже побывали. Если кто не был, то в эти дни обязательно побываете. И она является организатором этих игр. И Малая академия наук призвана продолжить и развить лучшие традиции приобщения юных якутян к научному познанию с самых ранних лет, выявления, раскрытия их талантов. И если мы говорим о традициях школьного образования в Якутии, то, конечно же, нет в нашей республике имени более известного, чем имя народного учителя Советского Союза Михаила Андреевича Алексеева, сюжета, которым вы сейчас только что увидели. В далекой якутской деревне Верхнеявлюйск он создал уникальную физико-математическую школу, которая воспитала сотни докторов наук, кандидатов наук, которые сегодня составляют научную и технологическую элиту не только Якутии, но и, не побоюсь этого слова, всей России. Именно подвижничество Михаила Андреевича, его реформаторская смелость дали колоссальный толчок, абсолютно новый подход к приобщению детей к естественным наукам, формированию высокого интеллекта с самых ранних лет. Движение, которое начал Михаил Андреевич в свое время, это были 60-е годы прошлого века, оно всколыхнуло всю республику. Его последователи сегодня уже создали сеть таких школ, не только физико-математическое направление, но и других направлений по всей нашей Якутии. И выпускники школы внесли колоссальный вклад не только в развитие производственных, научных отраслей, но и в само становление современной Якутии, в ее экономический успех. Я тоже выпускник этой школы, школы Михаила Андреевича Алексеева, и это, безусловно, определило мой жизненный выбор. После школы, как я уже сказал, я поступил на физический факультет Московского госуниверситета, где, знаете, вот по своей подготовке, по знаниям, я всегда был на уровне с выпускниками лучших столичных школ нашей страны. И физика не стала моей основной профессией в силу многих причин,
но умение логически думать, ставить цели, идти к ней, они, знаете, вот были приобретены мною в этой школе, были приобретены на физическом факультете МГУ. И это дает мне возможность сегодня решать самые сложные жизненные и профессиональные задачи, как главе самого крупного региона нашей страны. За это я очень благодарен своим учителям, педагогам Верхнеюльской физмат-школы. Вот одним из моих учителей был Виктор Филиппович Потапов, который вот сидит рядом со мной. Виктор Филиппович, встань, пожалуйста. Он является членом методической комиссии Международной олимпиады Туймада, в которой вы, ребята, в том числе принимаете участие. Уверен, что каждого из вас к высотам знания ведет свой учитель, направляя, мотивируя вас к новым достижениям. Поэтому я, на самом деле, с очень большим воодушевлением воспринял то, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил 23-й год в нашей стране годом педагога и наставника. Предваряя это событие и в связи со 105-летием со дня рождения народного учителя Советского Союза Михаила Андреевича Алексеева, в знак благодарности ему как человеку, который на самом деле сделал огромный вклад в развитие школьного образования нашей страны в целом, я сегодня подписал решение о присвоении Международной олимпиаде Туймада имени народного учителя Советского Союза Михаила Андреевича Алексеева. Дорогие участники, уважаемые эксперты, организаторы, волонтеры, на этой прекрасной ноте позвольте объявить вторые международные интеллектуальные игры открытыми. Пусть это будет началом вашего большого пути в интересном мире науки. Желаю всем неординарных исследований, ярких открытий на благо всего человечества, здоровья, успехов и рады приветствовать всех вас, гостей наших особенностей, на нашей благодатной якутской земле. Спасибо. Распоряжением главы Республики Саха-Якутия об увековечении памяти Алексеева Михаила Андреевича, народного учителя и отличника народного образования СССР, заслуженного учителя школ ЯССР и СФСР, присвоить имя Алексеева Михаила Андреевича Международной олимпиаде школьников Туймада. Памятная табличка вручается министру образования и науки Республики Саха-Якутия Ирине Павловне Любимовой. Внимание! Приветствие первого президента Республики Саха-Якутия, государственного советника Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Здравствуйте, великий народ! В 1996 году, в канун столетия современных Олимпийских игр, в Республике Саха-Якутия были проведены международные всеазиатские детские спортивные игры. Они проводятся по олимпийскому циклу через каждые 4 года. Приобретенный опыт организации этих игр дал нам возможность провести в 2017 году впервые в Российской Федерации фундаментальную, направленную на развитие умственных способностей наших детей, всеазиатскую физическую олимпиаду в городе Якутске. И в 2018 году мы провели первые международные интеллектуальные игры, связанные с развитием умственных способностей и таланта наших детей. В эти дни в столице нашей республики проходит второй международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка», где 1300 участников соревнуются по 8 направлениям. И вот эстафету подхватили вы, наши юные интеллектуалы. Позвольте поздравить вас с открытием вторых международных интеллектуальных игр. Участие в этих играх –
Это уже победа. Мы все, родители, родные, учителя и педагоги, земляки, очень гордимся вами. Удачи и успеха вам, участникам и организаторам международных интеллектуальных игр. Михаил Ефимович Николаев. Первые международные интеллектуальные игры в 2018 году создали глобальную площадку для сотрудничества талантливых и высоко мотивированных школьников из 18 стран и их руководителей. Во время игр более 900 участников показали высочайший уровень взаимодействия и кооперации во имя решения глобальных вызовов и устойчивого развития мира. Международный уровень игр требует соответствия высоким мировым стандартам во всем, что подтверждается патронатом ЮНЕСКО, поддержкой Российской академии наук, международного движения в поддержку научно-технического досуга молодежи, Милсет Интернешнл и Всероссийского образовательного фонда «Талант и успех». На первых играх абсолютным победителем и владельцем большого научного кубка в общем зачете стала команда старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Кубок разыгрывался по результатам конкурсных дисциплин игр, в которых приняла участие 151 школа. Помимо команды победительницы, на закрытии наградили обладателя Гран-при. Им стал ученик Назарбаев интеллектуальной школы, физико-математического направления города Алматы Нурдаулет Таумиргенов. Победу ему принес проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки Glove Speaker. Начинаем церемонию приветствия участников вторых международных интеллектуальных игр. Образовательный центр «Рошд», Республика Иран. And we are happy to be with you guys. You're excited to make new friends? And we are glad that we can talk to other people, and we are happy that we can make an experience with you all. Goodbye and hope to see you soon! Сборная команда Кызылординской области Республики Казахстан. Специализированный лицей номер 39 имени Султана Ахмета Хаджикова, Республика Казахстан.
Национальная сеть молодежных мероприятий в области науки и технологий. Мексика. Hi, we are Helena Mayrani García Moreno, Camila Castro Barrera. and Camille Manzarelles. Our advisor is Daniel José Ruiz Hernández. It is a pleasure to participate in International Research School 2022 Russia. we are from Mexico! And we are students of Baden Public School. Once Baden, always ready to learn. Приветствие тьютера из Объединенных Арабских Эмиратов. Hello, this is Dr. Parallel Olson. Nice to meet you. Национальный теоретический лицей. Румыния. I am Sitaru Alexia and I represent Liceu Teoretic Național. I am Stancu David and I'm representing Liceu Teoretic Național from Romania. I am Stoica Victor and I represent Liceu Teoretic Național. I am Alexandra Marian Cura and I'm representing Liceu Teoretic Național from Romania. Национальный колледж компьютерных наук Тудор Виану. Бухарест, Румыния. Greetings from Bucharest. On behalf of the Tudor Vienna National High School of Computer Science, we would like to thank you very much for this great opportunity. Thank you very much. Команда старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Hi, I'm Vanya Rajan Kailashnath. I am Karis. I'm Shalim Shan. I'm Harini. We are from NES High. Experiment. Explore. Excel. Губернский лицей Пензенской области. Город Пенза, Россия. Команда губернского лицея Пензенской области приветствует участников Международной Олимпиады Туймаада. Команда специализированного учебно-научного центра Южного федерального округа. Ростовская область. Greetings to the participants of Yakutia International Science Fair. We represent 3 cities from the Rostov region. Sunny, hospitable Rostov-on-Don, where the Northern Caucasus Scientific Center is located. Rostov-on-Don, a large industrial city famous for its architecture, the port of the 5 seas and the gateway to the Caucasus. Great in history, Novocherkassk, the capital of the world Cossacks. Volgodonsk, where the Rostov nuclear power plant is located, is one of the largest energy companies in the south of Russia. Our specialized educational and scientific center team is very honored to take part in Yakutia International Science Fair and invites you to acquire Don. Приветствуем участников, которые находятся сегодня в зале. Bucha Municipality Science and Art Center, Турция. Школа номер 1553 имени Вернадского, город Москва. Православная гимназия святителя Василия Великого, Московская область. Региональное
отделение межрегионального общественного движения «Исследователь», Республика Бурятия. Хорошевская школа, город Москва. Химкинский лицей номер 17, Московская область. Университетская гимназия Московского государственного университета имени Ломоносова. Образовательный центр Усть-Лабинский лицей, Краснодарский край. Школа номер 171, город Москва. Специализированный учебный научный центр IT-лицей Казанского федерального университета. Лицей имени Лобачевского при Казанском федеральном университете. Инженерный лицей-интернат Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Специализированный учебный научный центр Уральского федерального университета. Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Внимание! Начинается церемония поднятия официального флага вторых международных интеллектуальных игр. На сцену приглашаются Алина Тавариштай, ученица 6 класса средней общеобразовательной школы номер 5 города Якутска, победитель международного конкурса инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего 2022», действительный член Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Боран Думан, обучающийся Центра науки и искусства Кызылчулу муниципалитета Буджа, Измир, Турция, победитель международного молодежного конкурса в области музыки, естественных наук, энергетики и инженерии Буджа, ИМСЭФ. Даяна Наговицына, ученица 10 класса специализированного учебно-научного центра университетского лицея СВФУ имени Амосова. Серебряная медалистка ЭПСИС 2021. Родион Лисин, обучающийся 10 класса специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Бронзовый призер Международной олимпиады по экспериментальной физике EFO 2022. В этом году площадками проведения вторых международных интеллектуальных игр станут Малая академия наук Республики Саха-Якутия, село Чапаево, Международная арктическая школа, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», корпус факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Внимание! Официальный флаг вторых международных интеллектуальных игр поднят!
На этом завершается церемония открытия вторых международных интеллектуальных игр. Желаем плодотворного сотрудничества, больших открытий и крепкой дружбы.